говоришь, я терплю ради детей. Но если бы этих детей спросили, хотят ли они жить в доме, где нет любви, где мама сломана, где папа кричит или молчит, где воздух пропитан напряжением и страхом, они бы сказали «нет». Они бы умоляли: «Мама, не надо так, не живи ради нас, если это разрушает тебя». Потому что знаешь, что потом будет? Ты вырастешь их, а они не скажут тебе спасибо. Не потому что они благодарны, а потому что они тоже не научатся быть счастливыми. Они тоже будут терпеть ради кого-то. Они тоже не узнают, что такое покой, потому что ты передала им не любовь, а боль. Мы не живем ради себя, мы не живем ради детей, мы живем ради Аллаха, на пути Аллаха. Вся наша жизнь — это путь к Нему и довольство Аллаха. Наши отношения, наши решения, наше терпение — все должно быть ради Него, по Его законам, в Его границах. И Аллах установил границы. У Господа нашего есть права на нас, у мужа есть права, у детей есть права, у тела есть право, у тебя самой есть права. Когда ты живешь только ради других, когда ты забываешь себя, когда ты позволяешь топтать свою душу и говорить себе «я сильная, я выдержу», ты нарушаешь границы. Ты думаешь, что это и есть жертвенность, но это саморазрушение. И не надо называть это ради Аллаха. Это из страха, это из привычки, это из чувства вины или из чувства стыда, или вы не знаете просто даже, как жить. И пока ты не признаешь это, пока не скажешь «да, я ошибалась, да, я жила не по шариату, да, я молчала, когда надо было говорить», ничего не изменится. Ты хочешь счастья для детей? Стань женщиной, у которой есть внутренний свет. Стань матерью, которая живет ради Аллаха, а не ради образа мученицы. Стань человеком, который не передает боль дальше. Останови эту цепь. Не откладывай перемены, потому что дети не спасут тебя в судный день. И никто не заступится за тебя, если ты и сама по себе топтала чьи-то права, в том числе свои собственные. И от твоего поклонения не осталось ничего. И ты прикрываешься словами «я терплю».